Уважаемые коллеги, друзья, рада вас приветствовать сегодня здесь на презентации нашего пособия по истории и культуре астраханских нагайцев. Мы долго к этому шли, и сейчас я говорю не про то время, которое существует проект, в частности, Юрт-Нулай или Карагаш-Нулай, а вообще о этнокультурном движении за возрождение нагайской идентичности в Астрахани, которому в этом году исполнилось 30 лет. Мы знаем, что существуют публикации «Астраханские казахи», «Астраханские туркмены», «Астраханские татары». Но аналогичной отдельной публикации, посвященной нагайцам, не менее коренному народу нашего региона, до сих пор еще, увы, не было. Конечно, имелись издания периодической печати и даже многоязычный сборник научных статей от общества Едиге. Однако именно вот такой книги, простой и легкой для восприятия широких масс, еще не выпускался. Несмотря на свой небольшой объем, 26 страниц, издание содержит информацию и краткие сведения по истории, культуре, традиционным местам расселения всех 4 групп астраханских нагайцев: юртовцев, карагашей, ута и хундрау-нулаев. Новизна издания состоит в применении концепции этногенеза нагайского народа, предложенной Ахмедом Алиевичем Ярлыкаповым, согласно которой нагайцы рассматриваются как потомки не только Ногайской Орды, но и как потомки Большой Орды, Тахтыля, Крымского и Астраханского ханства, для чего есть все основания. Так, например, ведущий нагаевед России Вадим Винцерович Трепалов отметил в своих публикациях, что этноним Нулай был общим для населения указанных государств. Кроме того, впервые были привлечены и опубликованы материалы арабографичных метрических книг нагайских сел конца 19-го, начала 20 веков, где, подчеркнем, жителей их, имеется в виду этих сел, указаны именно как нагайцы. А также карта, где указаны места традиционного расселения всех нагайских групп нашего региона. Специально отметим и то, что в пособие вошли материалы по генетике нагайцев, юртовцев и карагашей, а также краткие материалы по особенностям их диалектов. Концепцию пособия мы позаимствовали у наших башкирских коллег, которые существенно помогли нам в работе над этим. Однако материалы его, имеется в виду пособие, являются авторскими, оригинальными. Они учитывают особенности нагайцев нашего региона, которые не только отличают нас от наших народов-соседей, но и от других территориальных групп нашего нагайского народа. Пособие богато иллюстрировано. Мы привлекли фотоматериалы экспонатов Астраханского государственного краеведческого музея-заповедника и оригинальные фотоматериалы ученого-этнографа Трофимова из фондов Саратовского музея краеведения, сделанные в 1930-е годы, где жители всех юртовских сел, в которых побывала данная экспедиция, а это села нынешнего Приволжского района, Карагале, Иксатово, Башмаковка и Килинчин, обозначены исследователями именно как нагайцы. Над пособием работал коллектив авторов, одним из которых являюсь я сам. Пособие не претендует на полноту. По каждой из затронутых тем необходимы отдельные публикации. Однако оно служит материальным воплощением нашей работы, нашего взгляда на историю и культуру астраханских нагайцев. Цель выпуска данного пособия – донести до нашего народа его неискаженную историю в доступной форме, а ознакомить с ней наше молодое поколение с тем, чтобы сохранять идентичность, культуру и наследие, а также познакомить с ними наших земляков астраханцев из братских соседних народов. Кроме того, данное пособие призвано познакомить с историей астраханских нагайцев, наших соплеменников из других регионов Российской Федерации, где традиционно проживают
наш нагайский народ. Прежде чем перейти к ознакомлению с содержанием брошюры, хочу отдельно поблагодарить всех тех, кто участвовал в работе над ней, наших спонсоров и в особенности Совет старейшин нагайского народа во главе с Новобеком Даудовым. Теперь хочу обратиться, собственно, к содержанию пособия, чтобы познакомить с ней вас поближе. Сразу оговорюсь, что ознакомиться с этим пособием можно будет не только приобретя его у нас, но и на сайте наших партнеров Ногайской электронной библиотеки. Первая страница данного пособия показывает изображение ногайцев, которые приведены этнологами XIX века, а также традиционный ногайский костюм различных групп проживания ногайцев, который создан Фатимой Юрьевной Коноповой. Здесь мы взяли в качестве символа значит, шлем с личиной половецкого воина, одного из предков ногайского народа. Здесь у нас приведены высказывания из Священного Писания, хадисов в частности, и ногайская поговорка. Следующая страница показывает географию проживания ногайцев, как по регионам Российской Федерации, и в частности в Астраханском регионе. Ну и гравюра, известная галштинского посла Адама Аляя 1636 года Астрахань-Ногай. Здесь показаны фотографии таких известных деятелей из числа ногайцев. Всех, конечно, мы здесь уместить не смогли, мы взяли тех, кого посчитали, так скажем, знаковыми, и те, кто имеет отношение к различным группам ногайцев, которые проживают именно в Астраханской области и которые внесли существенный вклад в историю и культуру нашего народа. Ну, здесь начинается у нас уже описание непосредственно самого региона, исторический такой небольшой экскурс к предыдущим, так скажем, эпохам. Это эпоха древности, средневековья, начало нового времени. И также показаны иллюстрации как из современных фотографий, а также вот фотографии как раз той самой экспедиции, про которую мы говорили в Трофимову. На следующей странице у нас показана карта. Мы постарались показать на этой карте те поселения традиционные, да, в которых живут все 4 группы астраханских ногайцев, и которые основаны непосредственно выходцами из этих 4 групп. Здесь показаны компактно проживающие юртовские аулы, в частности в Приволжском и Наримановском районах, аулы Карагаш-ногайцев в Красноярском и Карбалинском районах. Также мы здесь затронули Утар, или Алабуганских ногайцев, и Кундрау, кундровцев. И также мы указали место проживания еще одной такой группы ногайского происхождения, это Новый Казах. Это в частности Верхний Случай. Дальше идет такое ознакомление с этнической и политической историей ногайцев. То есть показаны, какие государственные образования существовали в прошлом у нас. Также здесь идет одна из версий происхождения этнонима Новай, связывает ее с Таргинским Беклербеком Нагаем. И показаны, в каких регионах и в каких региональных таких государственных образованиях были замечены ногайцы. В частности, это кроме Ногайской Орды, как мы уже говорили, это Большая Орда Тахтыля, это Астраханское ханство, это Крымское ханство, и Казань здесь была отмечена. На следующей странице у нас показана непосредственно деятельность ногайцев в низовье Волги, а именно в Астраханском юрте. То есть мы тут говорим про, например, события, связанные с Крымским погромом 1523 года, где как раз в русских летописях встречается упоминание о так называемых сущих ногай, местных ногай. Про это в своей работе отметил Владимир Владимирович Трепалов.
На следующей странице у нас показан непосредственно переход к одной из групп, к различным группам нагайцев, которые проживают в нашем регионе. Первая группа это юртовцы, то есть здесь упомянуты, в каких современных районах они живут, каково их самоназвание и какие населенные пункты основаны именно выходцами из этой группы. Причем названия приведены как на русском, так и на юртовско-нагайском диалекте. Указаны традиционные занятия данной группы населения. И некоторые деятели, более-менее знаменитые, так скажем, выходцы из этой этнической группы. В частности, это Рубин Абушахман, Асруф Киякле, Басир Абдулин, Наджиб Гассалин-Увайлет, профессор Булат Салиев. Следующая, значит, у нас группа, это нагайцы-карагаши, тоже указаны их небольшая такая короткая история, где они расселены, родоплеменной состав, название населенных пунктов, которые были основаны именно нагайцами-карагашами, места их традиционного компактного проживания, также знаменитые личности, которые вышли из среды данной группы нагайцев. В частности, это Абдухамид Шемиевич Джанибеков и Абдурахман Умеров. Следующая у нас идут, это группа нагайцы-кундровцы. Они у нас представлены двумя населенными пунктами. Это старый Тулугановка, Иська Кундрау, и новый Тулугановка, Яна Кундрау, это Володарский сейчас район. Показан тоже их родовой состав, родоплеменной состав. И четвертая группа это нагайцы-утары или алабугатские, так называемые татары, да? Как официальное название. Значит, про них, конечно, информации поменьше, чем по первым двум, но все равно в качестве вводного материала, я думаю, достаточно. Так, здесь показаны воинские традиции нагайцев. Мы знаем, что выходцы из различных групп нагайцев были так называемым, были на службе у российского государства. Определенные моменты входили в так называемую сословие служилых татар, да? И российская администрация активно их использовала, как нагайцев-юртовцев, так и нагайцев-карагашевцев в своих, так скажем, целях. Далее идет небольшая такая информация по генофонду всех групп нагайцев, которые проживают у нас в регионе, и определенные выводы, то есть какие народы ближе к астраханским нагайцам и какие народы более, так скажем, удалены генетически. Здесь показано. У нас где-то в 2013 году, по-моему, делали, да, генетические изыскания. То есть показал, что у нас довольно такой яркий спектр, широкий спектр генов. Это сказывается в той истории, которая была у нашего народа. Она довольно многообразная. Это все накладывало свои отпечатки и на генетику нашего народа. Следующий, пункт это уже по духовному наследию нагайцев. В частности, это по эпосам и по героическому наследию. Причем многие эти эпосы воспринимаются многими братскими тюркскими народами как своими, да? В частности, возьмем, если тот же самый эпос Эдигея, есть и башкирская версия этого эпоса, и казахская, и каркалпакская, и татарскую сейчас выдают. Но хочу сказать, происхождение оно имеет именно нагайское. То есть оно зародилось именно в нагайской среде. Все именно герои данного эпоса это так или иначе связаны именно с династией Эдиге, именно с той воинской элитой. И
такое широкое распространение различных вариантов эпоса, это говорит о том, что у нашего народа в историческом прошлом было довольно такое, имперское, так скажем, прошлое. Орда это все-таки есть империя, если так смотреть. Ногайская Орда, да, это империя. Это показано и ареалом распространения как политического влияния, так и вообще проживания ногайцев в эпоху позднего Средневековья. Здесь мы попытались показать особенности диалектов местных. Дело в том, что наши диалекты, юртовско-ногайский диалект и карагаш-ногайский диалект, они уже на академическом, на научном уровне лингвистами уже включены в кипчако-ногайскую подгруппу тюркских языков. То есть это само уже название говорит о многом. Много у нас в терминологии, в лексике, в грамматике общего именно с ногайским литературным языком, да? Но есть свои особенности, местные особенности, которые мы попытались здесь показать. В этом году, кстати, была проведена такая акция в целях популяризации именно родного, так скажем, языка, диалекта, да, в среде, где вот компактно проживают юртовские ногайцы и ногайцы-карагаши, была проведена такая акция, как диктант. Писали диктанты. Один диктант писали активисты юртовско-ногайского движения. Он проходил в школе села Карагали. Карагали мы выбрали, потому что это родина ногайского драматурга Басира Абдуллина. В качестве текста мы использовали отрывок из одного его произведений. А второй диктант, параллельный или за день, по-моему, да, был проведен в селе, в средней школе села Ростопуловка. Там писали уже диктант на карагаш-ногайском диалекте. То есть эта акция была для чего? Для того, чтобы показать, что язык действительно есть, живой, и есть, так скажем, определенный запрос со стороны общественности на возрождение его. То есть здесь уже как бы это такой на дальнейшую перспективу, что нужно работать и в этом направлении. В плане языка еще что хочу сказать. Нами были найдены материалы по, в частности, Наджибу Гасри, Ульбердиеву, то, что в 20-е годы прошлого века он одним из первых создал литературную норму ногайского языка именно на основе юртовского диалекта. То есть прецедент такой был. И поэтому возможность создания какого-то вот реального местного, так скажем, местной вот этой языковой нормы, да, письменной, почему бы и нет. То есть вот для тех ногайцев, которые вот проживают здесь. Причем данную модель поддерживают и некоторые деятели из числа самих ногайцев, которые проживают в других регионах. Например, тот же самый Ахмед Аминович Ярлыка, он высказывался по этому вопросу. То есть ничего такого предосудительного в этом нет. Так, ну здесь у нас показана такая сравнительная таблица, причем мы здесь привели некоторые слова и перевод на русском языке. Значит, слова на юртовском, на карагашском, на литературно-ногайском, на татарском и на башкирском языках. То есть здесь просто показать, какой язык, какой диалект к какому ближе, так скажем. То есть здесь вот если по словам смотреть, то совпадение, так скажем, с литературной нормой ногайского языка у юртовского и карагашского диалекта где-то процентов на 90-95. Есть, конечно, слова, которые именно вот, применяют в быту только местные ногайцы, да? Но это, так скажем, такой небольшой люфт.
А вот с татарским языком, литературным татарским языком, который в качестве родного языка сейчас преподается в школах местах компактного проживания юртовцев, в частности нагайцев, да, там, конечно, различия намного больше, процентов 50-60. А далее мы здесь такие небольшие вводные дали по родственным нам соседним народам, которые традиционно проживают на территории Астраханского региона, Астраханской области. Это туркмены, казахи, волжские калмыки и татары. Вот по ним. То есть вот народы, которые непосредственно живут по соседству с нами уже на протяжении нескольких столетий. То есть показали их пути, так скажем, миграции сюда, их места традиционного расселения, занятия и такое небольшое вводное. Также нами были привлечены в качестве материалов, документов, это так называемые ревизские сказки. Это те документы, которые была, в частности, администрация официальная, да, российская в нашем регионе. Но в этих ревизских сказках все эти самые группы астраханских нагайцев записаны кем? Они записаны татарами, но я просто в качестве пояснения приведу высказывание нашего историка Андрея Сызрана. Татары — это термин русской администрации, не имеющий прямого этнического значения. Так, например, в документах архивов Астраханской области и Калмыкии туркменскими татарами именовали туркмен, шерецкими татарами — калмыков, тагмутскими татарами — казахов. То есть мы понимаем, что ни один из перечисленных ниже народов себя татарами не называет. Поэтому понятие татары это было больше, так скажем, административное, внешнее. Кроме этого, нами были привлечены материалы, метрические книги, мечети этих приходов, да, из самих нагайских сел. Дело в том, что имамами там были в основном этнические нагайцы, то есть в юртовских селах это юртовцы, в карагашских это карагаши, да? И, естественно, они, ведя эти метрические записи о рождении ребенка, о вступлении в брак, о смерти и так далее, да, они писали своих прихожан именно так, какими они являлись, так скажем, по праву рождения. То есть, если это был юртовский нугай, писали юртовский нугай. Если это карагаш был, писали карагаш нагай. Да? Если это был туркмен, писали туркмен. Здесь у нас литература, которую мы привлекли для данного пособия. Здесь приведены список авторов как общероссийского масштаба, да, так и местные историки, в частности, Виктория Михайлович, который сегодня у нас присутствует, вместе с Идрисовым и Дарышем Егуловичем написали этническую историю и традиционную характеристику астраханских нагайцев. Также была привлечена работа Арслана Леонида Шайсултановича, который в 70-е годы прошлого века активно проводил исследования по языку в селах компактного проживания юртовцев, карагаши, лутар, зензелинских татар, я имею в виду татары, которые живут в Наримановском районе, да. Также приведены в качестве источников это работы известного нагаеведа Трипалова Вадима Винцеровича, и других исследователей, в частности исследователя середины 19 века Павла Недосина, и других авторов. Так, здесь у нас показан
уже фамилии самих этих авторов, составителей. Ну и вот такая небольшая такая таблица с тангами астраханских нагайцев. У меня все. Уважаемые участники, если у вас имеются какие-то вопросы по изданию, да, вот, будем рады ответить. Количество экземпляров на данный момент. У нас сейчас выпущен вот на данную эту презентацию сигнальный, так скажем, 10 штук было. Мы просто хотели это посмотреть, как это выглядит. Потом, когда это мы получили, мы заказали где-то порядка скольки? 280. 280. Надо сказать дополнительно, если позволит Амир Дамирович, мы целенаправленно 50 экземпляров будем распространять по библиотекам, по школам, да, главам администрации, да, именно компактных мест проживания нагайцев, уже договоренность такая есть, кое-кто уже получил, да, допустим. Электронная версия будет на сайте Нагайской электронной библиотеки размещена. Значит, я прошу к моим словам отнестись с пониманием. Болезнь не принимайте. Это просто видение такое. Вот вы рассказывали все на русском языке. Затронуты были вопросы юридические, караганские. Я вот уже возраст человек, мне бы хотелось на национальном языке в будущем. Потом очень красивый вот это выпустили. Такие спасибо этим ребятам, которые сделали. И вот неоднократно, значит, мы говорим только о прошлом. По поводу языка, Рафик Жумаянович, дело в том, что сейчас ведется запись, вы видите, да? И данный презентация, так думаю, будет выставлена в сети. За ней смотрят не только нагайцы, там смотрят все народы, которые живут. Не только в Астраханской области, но и во всей России. Поэтому, не только в России. Да, не только в России. Поэтому, так как у нас язык межнационального общения является русский, мы говорим на русском языке, эта презентация ведет. По поводу видения будущего. Дело в том, что будущее только у того, кто обладает своим прошлым. Ты, Михайлович, мы хотели бы вас услышать. Очень хорошо. Дорогие друзья, так получилось, что я внимательно следил за тем, как готовилась эта книга. И по своим отдельным частям она мне и раньше была очень хорошо знакома в интернете. Но я совершенно не подозревал, что можно ее так удобно и уютно скомплектовать. И авторский коллектив проделал, конечно, очень большую, нужную и полезную работу. С точки зрения популярной, с точки зрения просветительной, по-моему, это то, что надо. Конечно, мы встретимся с учеными скоро, летом, посидим над этой книгой, подумаем, помозгуем, может быть, даже и какие-то серьезные замечания выскажем, а может быть, предложения на будущее. Коллеги, я спорю с администрацией губернатора, но могу утвердить, что эти две стороны, эти два крыла, они в единстве. И межэтника, и этноспецифика. Позарез нужно и то, и другое. Причем одно без другого просто-напросто не бывает. Можно будет эту книгу продолжить как целую серию. Конечно же, история это, ну, скажем так, ханский, мурзский, царский и императорский период. Но все закладывалось тогда. Конечно же, советский период истории нагайцев и нагайцев в Нижнем Поволжье – это достойнейший период. И, наверное, следующий выпуск какой-то подобный неплохо бы ему посвятить. О будущем, а для будущего нужна молодежь. Кому-то поможет вот эта книжка для самосознания и для самообозначения. Мало ли я знаю теперь уже людей среднего возраста, которые в детстве только понимали нагайскую речь, а сейчас заговорили на площадке. Это прочтут и в других регионах, и в других странах,
позавидуют такому, ну, по крайней мере, интересному и добротному изданию. И это несомненно. Но сегодня праздник, и мы пожелаем новой книжки «Белого светлого пути» и продолжения в дальнейших публикациях. Здесь непочатый край работы. И спасибо авторам, что они так добросовестно подошли к этому делу. С праздником! Всем всего доброго! Стараюсь все это поставить дальше. Жумаянович, разрешите вам вручить? Спасибо. Уважаемый Виктор Михайлович, это большое счастье, что я своему учителю вручаю вот эту совместно с Амиром Амировичем, с другими авторами. Я счастлив. Спасибо, поздравляю. И сделал дарственную надпись, чтобы помнили обо мне. Нашему здоровью. Мое имя там названо, что еще нужно для исследователя, что не забыли. Еще хотелось бы дать слово представителю от Совета старейшин Батырхану. Я рад, что меня сюда пригласили. Я поздравляю всех авторов, всех нас с таким изданием. И думаю, что в дальнейшем еще лучше у нас будет. Другие издания еще лучше, еще больше. Всем плодотворной работы. И наступившим и будущим праздником Днем Победы. Аманголы. Как раз вот. Uzun görmediler. Батырхан Акаев Акамызға. Сыйман береміз. Салом. Ассаламу алейкум. Хайырлы bayram болсын. Первый bayram. Хайырлы bayram, денге саулық, аманшылық, елге тыныштық, ауыз бірлік біздің халқымызға. Я скажу, вот первое начало было традиционной культуры нагайского. Малярачи, первый буклет был вот этот. Это уже второй. И сначала будет, и в дальнейшем будет какая хорошая книга, я думаю, стараюсь. Большое спасибо создателям это буклета. Что там компактно, красиво сделали историю нагайского народа. Очень мне понравилось, я думаю, это будет в дальнейшем. Вкратце, все узоры вкратце и компактно. Вот. В дальнейшем я желаю, мы тоже будем стараться помогать, расширять нашу вот эту... Конкретно хочу особенно поблагодарить, как один из наших спонсоров, Совет старейшин нагайского народа, Нурбек Акаев Даутова, вот Рифкат Агамыз, Батырхан Агамыз, то, что вот вы вносите свой вклад, это представитель как раз Совета старейшин от астраханских нагайцев. Хочу вот вручить Рифкат Агамыз. Көп саптаны көрдім, увидел, рассказано, услышал. Вот. Еще хочу сказать, на русском знавательном Виктор Михайлович сказал, что наши многие родители, дети не хотят принять, воспринимать этого. Почему? Потому что bizler özlerimiz, analar, atalar, o'z tilimizda so'laymaymiz. Mana hozir barimiz o'rtada o'tiramiz biz. Aytamiz, o'zimizdan tuzda so'laylik. Boshlaylik, o'zimizdan g'ayb holimizni, o'zimizning xalqimizni, tariximizni bilaylik deb. Ega qaytgan vaqtda barimiz o'rischa so'lashamiz bolalar bilan. O'ris tili kerak aytmaymiz, o'qiganda aytganmiz. Shu vaqtda o'zimizning tilni ko'tarish uchun biz o'zlarimiz barimizni uyda so'lab kerak bo'ladi barisida. Shunga ko'ra har qaysimizga da o'zimizni noy tilimizni ko'tarib, o'zimizning bolalarimiz uyda so'lashib, o'zimizning o'sha davlatimizni ko'tarib nasib qilsin. Barimizga shu muborak bayramdan tabrik etaman. Alloh xayr qilsin barimizga. Amin. Представитель у нас есть братского казахского народа. Хотелось тоже отдельно вручить один экземпляр для общества, для того, чтобы наша
нужно расставить ребята, чтобы мы были именно. Мы и есть, и были, и будем, я надеюсь, всегда только вот братьями, друзьями, вот, вместе на одной земле. Очень рады учить. Спасибо большое. Здесь и от Ханс-Холс хотел бы сказать, что данные мероприятия, безусловно, очень важны и нужно проводить не только вот в качестве презентации, допустим, по буклету, но также и нужно проводить круглые столы на гайской истории. Вот, исходя из нашего опыта, мы можем сказать, что в прошлом году, вот буквально 2-3 мы круглых стола провели на казахскую тематику, и можно сказать, что была большая польза, много нового узнали, и осталось такое приятное послевкусие после этого всего. Также желаю вам развиваться в данном направлении, развивать и узнавать вашу культуру. Спасибо большое.